наших городских СМИ, но и наши устные коллеги, которые находятся здесь в командировке, тоже на нашей встрече. Уверен, что разговор у нас будет, как всегда, неформальный по всем темам, которые вас интересуют. Что касается ситуации в республике, она достаточно стабильная. Вот те события, которые у нас происходили, я думаю, вопросы задают, я там прокомментирую. Вот. Вместе с тем, вот, в части экономики у нас достаточно много разных вопросов сейчас звучит, как о развитии экономики республики. Мы на самом деле идем достаточно стабильно. Вот те, по крайней мере, бюджетные проектировки, они исполняются в части поступления бюджетных доходов. Мы видим, что валовая прибыль предприятий, крупнейших предприятий республики выросла по сравнению с прошлым годом. Это тоже нас не может не радовать. Причем выросла она не только за счет алмазной компании, которые, наоборот, первые 2 месяца были несколько хуже, чем прошлогодние, хотя в марте ситуация сейчас практически выровнялась, но за счет наших нефтегазовых компаний, которые действуют на территории республики. Мы видим, что валовая прибыль у них значительно выше, чем по прошлому году. Ну и в результате мы надеемся, что и поступление в бюджет республики тоже соответствующим образом будет вырастать. Все инвестиционные проекты, которые на территории республики реализуются, они идут по графику. Одно из самых таких главных событий этого года, не только для нас, но, наверное, для всей страны, будет запуск «Силы Сибири». Хочу сказать, что уже в сентябре месяце по плану начнется заполнение магистрального газопровода газом с Чайницкого месторождения. И мы уверены в том, что 1 декабря газ уже будет подан на территорию Китайской Народной Республики со стороны Российской Федерации, именно газ Чайницкого газоконденсатного месторождения. И как раз, когда мы говорим о газе, я последние месяцы несколько раз уже про это говорил, и сейчас хочу повторить, мы, конечно же, должны на территории республики определенные механизмы по газопереработке развивать, в первую очередь для производства моторного топлива, так как рост цен на нефтепродукты, которые мы все ощущаем, вот, конечно же, бьет по тем регионам, где не работают вертикально интегрированные нефтяные компании, в части вот создания своей автозаправочной сети. У нас на территории республики нет ни одной автозаправки ни крупнейших нефтяных компаний, ни Роснефти, ни Лукойла. Вот. В результате этого у нас одни из самых высоких цен на бензин. Вот. Мы это все видим на ценниках Сахалнефтегазбыта, Туймада-нефть, Сибурова. И это можно преодолеть на самом деле экономически только одним способом. Создать здесь собственное производство. Но так как нефть у нас все-таки добывается ограниченное количество пока что, так мы все-таки считаем, что лучше идти в части газопереработки и создания топлива из газа. Вот. Все эти механизмы сегодня уже отлажены, они действуют, могут работать на территории нашей республики. Вот, и поэтому, вот, когда эта идея прозвучала, она мне казалась немножко такой оторванной от жизни, но, как показала жизнь, на самом деле инвесторов, интересующихся данным проектом, много. И вот то совещание, которое Юрий Петрович Туркин провел здесь в пятницу, на нем аж 6 компаний с теми или иными проектами как раз по газопереработке заявилось. Вот. И сегодня уже началась даже определенная уже между ними конкуренция. Я считаю, что это полезно, это важно, это нужно. Инвесторы тоже должны понимать, что если не они этот проект реализуют, то его реализуют другие. Вот. И я надеюсь, что уже первые производства мы, если пойдет все по нашему оптимистичному сценарию, к концу 2022 года скоро появится на производство несколько десятков тысяч тонн моторного топлива, которое, конечно же, уже очень серьезно будет действовать непосредственно на сам рынок бензина в первую очередь. У нас же, если структуру потребления бензина, топлива посмотреть, то у нас 1 100 000 тонн нефтепродуктов на территории республики потребляется, все, не все, да, и свыше 800, если не ошибаюсь, около 810 000 тонн это дизельное топливо. Вот, остальное это уже бензин, да, как раз для автомобильного транспорта. Соответственно, вот как раз для удовлетворения потребностей населения, как раз мы, еще раз говорю, можем буквально за 7-8 лет практически все это проблему полностью снять. Вот. Причем, хочу сказать, что и создание дистоплива уже из газа, это тоже отлаженный достаточно механизм. Уже сегодня технологии такие существуют, и мы, в принципе, можем уже в последующем идти по этому направлению. Ну и, конечно, создание
СПГ, сжиженного природного газа, создание, увеличение производства пропан-бутанового топлива, это тоже уже вопросы буквально следующего года. Вот я сегодня как раз приглашал руководство Сахатранснефтегаза, докладывали как раз по тем планам модернизации производства, которые они уже начали реализовывать по нашему заданию. Так, в следующем году мы практически уже в 2 раза увеличим здесь производство пропан-бутанового топлива именно здесь, в Якутском КТЗ. Вот. Это уже тоже, я считаю, что определенным образом поможет нам в снабжении транспорта, в первую очередь большегрузного, автобусного транспорта, перевода его на газовое топливо. Ну и по всем направлениям идет активная работа. Мы по нашим основным таким проектам, национальным проектам, работу непосредственно начали. Уже в ближайшее время начнутся проведение конкурса по строительству аварийного жилья по ряду районов. Так, программа практически все сверстаны муниципалитетами. И в тесной связке с районами, еще раз говорю, работа уже в ближайшее время начнется. Хочу сказать, что вот в результате достаточно серьезной работы, проведенной новым руководством авиакомпании «Якутия», в кратчайшие сроки Росавиация сняла все ограничения, которые были в авиакомпании «Якутия», начиная от вопросов, связанных уже с безопасностью полетов, заканчивая вопросами соблюдения тех или иных норм. И сегодня, еще раз хочу подчеркнуть, все ограничения, которые были наложены в ноябре месяце, они, естественно, введены. Вот, и в ближайшие уже недели мы надеемся, что возобновятся международные рейсы. В первую очередь на Харбин и на Сеул. Традиционно самые востребованные. У нас также прошло очень такое хорошее совещание Министерства промышленности Российской Федерации как раз в части злополучных суперджетов. Мы много раз рассказывали недовольство сроками их ремонта и замена двигателей, которые чаще, чем заявлено, выходят из строя. Сейчас как раз благодаря поддержке Минпромторга Российской Федерации, государственная транспортная лизинговая компания, решение найдено, и мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы все суперджеты у нас начнут летать, причем в дальнейшем, если что-то с двигателями будет не в порядке, то уже их замена как раз будет производиться за счет лизинговой компании государственной. Также у нас хорошая новость тоже пришла, я вчера про это вице-глава писал, у нас город Якутск, я еще будучи главой города начинал задать этот вопрос, но вот наконец-то его добил, так все-таки попал в число пилотных городов Российской Федерации крупных, где будет реализовываться проект «Умный город». Я считаю, это крайне важно с точки зрения как раз реализации здесь в городе Якутске вопросов эффективного энергосбережения, теплосбережения, внедрение разных проектов по умным технологиям, по безопасности, по тем или иным вопросам, связанным с уже использованием IT-технологий, интернета вещей. Ну и самое главное, что мы уверены, что частный бизнес тоже не будет стоять в стороне, будет свои проекты тоже реализовывать в рамках умного города. Я очень рад, что компания СНЭП, которая исполнилась 20 лет, я пользуюсь очень, хочу поздравить Арсена Томского, Антона Жамбырова, всю большую команду, тем, что такой славный юбилей, и в этот юбилей они выступили с очень хорошей социальной инициативой Сахаспарк, там по ряду направлений, начиная от кино, заканчивая как раз вопросами поддержки якутского кино и анимации. Прекрасная, на самом деле, прекрасный почин, прекрасная инициатива, и уверен, что как раз и вопросы реализации умного города тоже найдут свое место в работе, довольственно. Ну, вкратце у меня так, коллеги, я могу еще целый час говорить, событий произошло море, так, и хороших, и не очень хороших, да? Давайте уж лучше пообщаемся, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Александр Сергеевич, разрешите и продолжить позитивный такой настрой. Хочу вот сообщить вам, что недавно мы с коллегами, куда 4 человека, куда входят политологи и журналисты, создали экспертный клуб с целью, цель такая, реализовать идеи, которые вот вы сами заложили, вот, когда отправляли курс консолидации. То есть использовать наш опыт журналистов, политологов, блогеров, наши двери открыты, чтобы
обсуждать какие-то самые актуальные вопросы, которые касаются республики, вырабатывать какие-то рекомендации. Ну, чтобы вот мы видим все, что в соцсетях высказываются какие-то очень ценные, я бы сказал, идеи, да, которые прямо вот таки просятся для реализации, но они уходят в песок. И вот чтобы этого не было, мы хотим вот с помощью этого клуба, чтобы они как-то реализовались. И надеемся, что вы как-то выразите свою поддержку. И когда мы более-менее так крепнем, или посетить наше заседание. Главное, чтобы это, знаешь, хорошая идея, правильная идея, на самом деле. Главное, чтобы это не превратилось потом в какой-то между собой. Да, но я всегда же говорю, у нас очень сильная журналистика, и политологи тоже не стоят, наверное. Ну, да, а они как-то в туне все пропадают, и вот, надеюсь, как-то мы это сможем это реализовать. Ну и вот вопрос, вот, наверное, который интересует многих. Все же ждут реакции Москвы. Вот аналогии с 86 годом проводить, конечно, нельзя. Тогда, насколько я помню, Москва всяческую помощь оказывала, да, Якутии. И правоохранительные органы там подтянула, и материальную базу студгородка, да, сразу же улучшилась. А вот что нам ожидать, вы можете сказать? Вернемся к этим событиям, да? На самом деле, конечно, никакой там аналогии с 86 годом даже близко нет, да? Потому что если уж так на ситуацию смотреть, ну, вы же журналисты великие люди, так, вы из одного случая, ну, не вы, конечно, когда федеральные СМИ сделали, и зарубежные СМИ сделали тут погромы, поджоги, там, десятки раненых, несколько убитых. Вот это все то, что появлялось в средствах массовой информации, ну, слава богу, не якутских, так, но появлялось. Так, на самом деле у нас зафиксировано официально 3 случая хулиганства. Все хулиганы задержаны, привлечены к ответственности. Вот. Еще несколько случаев проверяется сейчас, вообще не имели места быть. Ну, сегодня, слава богу, возможности наших правоохранительных органов позволяют в течение суток уже там тех, кто все то или иное там действия выкладывал, вычислить и уже добраться до его распространителя. На самом деле, конечно же, это преступление само по себе вопиющее. Ну, человек вроде бы деньги приехал зарабатывать, так, а на самом деле он среди ночи женщину одинокую заталкивает в машину, насилует ее, так потом еще и лишает ее свободы. Ну, ни по каким законам, там сейчас пытаются там списать, что это менталитет там такой, там восточный, ну какой там восточный менталитет. Мерзавец, он есть мерзавец, так, вне зависимости от национальности. Другой вопрос, что, конечно же, в основе этого, вот этих выступлений, которые были, особенности вот то, что было в Триумфе, потому что по первому выступлению на Комсомольской площади я считаю, что это была на самом деле организованная провокация со стороны некоторых сил, так, потому что ну, людей, мы знаем, что людей специально сводили, мы знаем, что большая часть была пьяная, вот, что никаких там осознанных требований, кроме того, что давайте пойдем поджигать, давайте пойдем рубить, не было. Вот. Ну и в этой ситуации было предложено встретиться. Ну вот на следующий день на встрече, на самом деле, которая собрала очень много людей, я, честно говоря, ожидал, что будет 3000 человек, так, но вот пришло 6000. Выдвигались основного вопроса экономического характера. И в основе вот этого выступления, конечно же, лежит экономика. Почему? Потому что достаточно большое количество мигрантов занимает те или иные рабочие места, причем в тех отраслях, где спокойно могли бы работать и местные кадры. Ну, начиная от такси, самый такой простой пример. При этом, конечно же, самая большая проблема, которая есть вообще в экономических мигрантах, то, что я всегда называл и называю незаконным предпринимательством. Потому что именно для законных предпринимательства самое большее количество этих незаконных мигрантов и как раз и сконцентрировано. Вот тот же автосервис, который был пристанищем вот этих преступников, это же на самом деле он действовал нелегально, он нигде не регистрирован, никаких налогов там не платилось, естественно. Вот. И, к сожалению, это на самом деле большая проблема нашего государства в целом. Мы пока еще не научились эффективно бороться с незаконным предпринимателем. С законными предпринимателями мы боремся, знаете, вот, достаточно успешно, к сожалению.
Вот, и сейчас, вот, когда пошли проверки по нашим требованиям как раз части незаконного предпринимательства, ну, все началось с того, что наши правоохранительные органы, в первую очередь полиция, начала сначала приходить как раз к легальным предпринимателям, их проверять, там, по второму, по третьему разу. Ну, тут мы уже вмешались, и вроде сейчас все-таки эта ситуация выправлена, больше работы идет на выявление сигналов по незаконному предпринимательству. И так и должно быть. Вот. И в этом отношении мы будем очень четко ситуацию выдерживать. Проблема, еще раз говорю, вот, мигрантов, она касается именно вот экономических темы, и она касается именно, в первую очередь, незаконного предпринимательства. Вот если эта проблема будет преодолена, то я считаю, что особой такой экономической остроты вот эти все проблемы не будут вызывать. Ну и, конечно, еще раз говорю, что это проблема наших предпринимателей, которые, опять же, в поисках какой-то там сиюминутной выгоды на работу берут мигрантов, потому что им платить надо меньше, и соцпакет не надо обеспечить. Но в конечном итоге это вот выходит. В этом направлении мы все будем работать. Ну а что касается реакции там, федерального центра и так далее, мы все эти дни находились с самого начала в контакте с администрацией президента, там прекрасно знают все наши действия. В целом, то, что ситуация стабильна, все поддерживают, все это отмечают. Конечно, будем дальше разбираться, делать разбор полетов, какие были ошибки совершены на муниципальном уровне, какие на региональном, какие со стороны федеральных органов власти необходимо были мероприятия для недопущения такой ситуации. Но это уже такие все вопросы можно назвать рабочим моментом. Хотите подключить к модерации? Да, потому что, ну, чтобы вы видели, я увижу вопрос, в чем, пожалуйста. Через 3 года будем праздновать столетие нашей республики. Вот можно более подробно рассказать, какие вопросы обсуждались с Юрием Петровичем? Юрий Петрович провел, так как он является председателем оргкомитета, созданного решением президента нашей страны, он провел заседание оргкомитета, на котором мы утвердили план мероприятий, который сегодня согласован со всеми федеральными министерствами. В первую очередь касается финансирования ряда мероприятий, культурных мероприятий, проведения работ по ремонту тех или иных объектов культуры. Ну, в общей сложности на порядка на 260 миллионов рублей из федерального бюджета должно быть выделено средств со следующего года в равном ряде. Вот, и как раз вот эти вопросы были рассмотрены. Также было поддержано участие крупнейших компаний в работах по столетию республики, в том числе, ну, вы знаете, что сегодня Роснефть финансирует строительство Малой академии наук в Актенцах. У нас «Газпром» с этого года начинает строительство 4 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. Есть и другие, ну, скажем так, менее такие крупные проекты, которые очень важны для наших муниципальных районов, тоже будут реализовываться. Ну и, конечно, мы также проговорили ряд вопросов, которые в последующем тоже потребуют поддержки федерального центра, ну и получили поддержку. Людмила Николаевна, у вас вопрос был, да? На него уже я получила. Можно, да, РИА Новости? Майя Кимовна Сергеевич, у нас такой вопрос. Вот сегодня мэрия Якутска, значит, информацию опубликовала о том, что по жалобам горожан было проверено незаконное строение, в котором проживает 50 мигрантов. Вот к вам были ли в ваш адрес такие обращения от жителей, и можно ли уже сегодня озвучить какие-нибудь цифры о ходе проверок? Мы цифры пока озвучивать не будем, все-таки не надо это пока превращать в компанию, так как, ну, еще раз говорю, в установленном порядке вся эта информация до населения будет доводиться в таком постоянном режиме. Сюда, вопрос. Алексей Плыва, газета «Колымская правда», Колымский район. Алексей Сергеевич, в своих выступлениях, в своих реальных практических делах вы уделяете большое внимание Арктике. Вот жители Нижнеколымского района связывают развитие нашего района прежде всего с 2 моментами. Это приход добывающей промышленности и развитие транспортного комплекса. Вот у нас есть хороший Зеленомысский речной порт. Он сейчас работает на переработку грузов для Чукотки. Есть потенциал значительный для увеличения грузопотока. Но предприятия Чукотки говорят, что это сдерживает отсутствие круглогодичной дороги. Там 68 километров,
Следует отметить, что это не только дорога между двумя соседними районами, это дорога между двумя регионами. Развитие грузопотока, конечно, решило бы часть наших проблем, прежде всего это занятость молодежи, пополнение доходной части бюджета, этот вопрос очень остро стоит перед нами. Кадры подготовить мы могли бы на месте. Да, достаточно сказать, что директор Зеленогорского речного порта Михаил Бабичев в 2018 году перед навигацией обучил рабочим специальностям 35 человек, именно из числа молодежи, которые практически были не заняты. Вот, каковы вообще перспективы строительства этой круглогодичной дороги? Спасибо. Спасибо за вопрос. Дорога на Чукотку-Ачевск, конечно же, нам крайне важна. Мы этот вопрос вместе с губернатором Чукотского автономного округа Копиным сейчас, соответственно, ставим перед Минтрансом России для того, чтобы было открыто финансирование с этой дороги, так, межрегиональной, как вы правильно сказали, дороги, которая позволит нам не только грузопоток, ну, каким-то образом круглогодично, но на самом деле реально может способствовать развитию и Нижнеколымского района, и Чукотки в части освоения ряда месторождений полезных ископаемых, которые сегодня не могут быть вовлечены в оборот именно из-за плохой транспортной доступности для того региона. Вопрос рассматривается, и не скажу, что он пока в высокой степени готовности нас поддерживает, но, по крайней мере, то, что вот мы вдвоем начали проект двигать, два руководителя субъекта, оно уже, по крайней мере, Минтранс сегодня относится к этому уже совсем по-другому, Минтранс России. На той стороне да, пожалуйста. Александр Сергеевич, спасибо за поздравление. Вопрос тоже в тему этого всего произошедшего. А что вы думаете насчет ситуации с Павлом Павловичем Пинигиным, да? Потому что его не стали слушать. Ну и вообще в целом реакция на него сейчас очень токсичная в обществе. Вы что думаете на это? Я хочу сказать, что, конечно же, может быть, там какие-то в свое время со стороны Павла Павловича были допущены какие-то там ошибки и так далее. Может быть, не были допущены, не могу сказать. Вот, но хочу сказать, что Павел Павлович Пинигин – это единственный наш олимпийский чемпион. Вот, это гордость наша, это гордость не только якутского народа, но и всей нашей страны. Вот, и из-за какого-то там каких-то слухов, каких-то там вещей, таких сиюминутных, на эмоциях перечеркивать достоинство такого, на самом деле, великого нашего гражданина, это неправильно. Вот, поэтому я считаю, что здесь надо все-таки успокоиться, так, и все-таки Павла Павловича видеть не какого-то там, чуть ли там, как вы представляете, там, полубандита и так далее, а все-таки это великий гражданин нашей великой страны, и в этот момент, наоборот, надо его поддержать. Вот, я считаю, что Павел Павлович сам себе человек сильный, справится с этим, так, но со стороны общества все-таки должно быть понимание его и поддержка. Спасибо. Александр Сергеевич, здравствуйте. Вопрос, вот как раз вы изначально сказали о компании, о «Газпроме». Пришел «Газпром», у нас большая такая радость, что газ наконец пойдет в Китай. Интересно узнать, Сахатранснефтегаз допустит ли к трубе «Газпрома», потому что у нас определенный объем обещали они, вернее, пытались врезаться в трубу «Газпрома», но ранее представители «Газпрома» заявляли, что нет, мы не пустим. И компания, между тем, обосновывая то, что вот она все-таки получит доступ к трубе «Газпрома», она вкладывала, брала кредиты, повышала у нас тарифы и в итоге вкладывалась, например, в Отрадинское месторождение. В общем, определенно за расходы шли с перспективой на будущее, возможно, к «Газпрому» подключим, начнем качать газ в Китае. Все-таки будем качать газ в Китае, именно якутская компания, а не «Газпром», чтобы налоги возвращались не через налоги деньги получать, а вот напрямую компании. И второй вопрос как раз по Сахатранснефтегазу. Какие меры будут приняты по тому, чтобы допустить частный рынок к рынку, частный бизнес к рынку подключения газа? То, что нам серьезно тормозится, компания сама не справляется с объемом, частникам пока не разрешает подключаться. Спасибо за вопрос, Денис. По газу, по экспорту газа. Коллеги, экспорт газа по трубопроводам в нашей стране полностью монополия «Газпрома». Ни одна другая структура, ни большая, ни маленькая, газ самостоятельно на экспорт по трубе не пускает. Вот. Газ на экспорт идет в Жижном, через СПГ, там уже другие компании могут участвовать. В виде трубного это монополия «Газпрома». Другой вопрос, что Сахатранснефтегаз может
продавать свой газ на врезке, вот врезаться в трубу Газпромовскую в силу Сибири, так и продавать на ней газ свой Газпром, а Газпром дальше уже как свою собственность может ее экспортировать. Этот вариант в принципе возможен, он изучается, правда в предыдущие годы со стороны Газпрома были отказы в этом, так, вы здесь тоже правы, так, но мы будем работать. В принципе, я как разговаривал на эту тему с менеджерами Газпрома, ничего невозможного здесь нет. Другой вопрос, что, конечно же, надо очень серьезно садиться и обосновывать и свою цену, обосновывать свои затраты, по которой потом уже Газпром сможет у нас газ покупать. Но есть еще и другой вариант. Мы не обязательно должны ориентироваться на экспорт газа, так? Ну, на продажу газа Газпрома. На мой взгляд, сегодня было бы гораздо интереснее, с учетом как раз украинское месторождение. Это на самом деле не огромное месторождение, там порядка 60 с лишним миллиардов кубов газа. Вот, добывать газ и перерабатывать его на месте, в тоже, например, дистопию, если технология это позволит, и обеспечивается как раз поставки на Алрос, который сегодня, если не ошибаюсь, порядка 200 тысяч тонн нефтепродуктов как раз покупает за пределами республики и завозит. В принципе, если такое производство будет создано, Алроса, конечно же, будет покупать дешевле, потому что у нас будет там точно дешевле, чем привозное. Поэтому вот сегодня как раз мы с Макаровым этот вопрос уже обсуждали, там поручение я дал, которое они должны будут отработать в ближайшие месяцы. Вот, у него вопрос еще был по подключению. Как раз я сегодня, опять же, комментуя то, что я сегодня встречаюсь с представителями наших предпринимательских союзов, и помню те вопросы, которые опора России ставила, так, я как раз спросил по подключению малого и среднего бизнеса. Сегодня пока нет подключенных объектов, по заявкам у них 42 объекта. Они их все в этом году полностью подключены. Другой вопрос, что достаточно большое количество неподключенных заявок, нерешенных заявок по частному сектору, по жилью, я имею в виду, по индивидуальным жилым домам. Вот здесь, конечно же, я считаю, что если есть возможность, надо и малый бизнес подключить. Олег, у меня смените программу «Точка взаимодействия». У меня такой вопрос. Я приветствую, что у нас начался форум муниципальных образований. Но я считаю, что первая национальная задача Якутии – это мост, а вторая – это переселение из ветхого аварийного жилья. На сегодняшний день, присутствуя на определенных заседаниях, подготовленность муниципальных образований иногда должна быть получше. И хотелось бы узнать, первое, это выполним эту задачу. Уверенность у вас есть, вот в муниципальных образованиях есть сомнения. Первое. И второй вопрос касается эффективности работы муниципальных образований. В первую очередь это безопасность населения. Я к чему клоню? Я на прошлом заседании говорил об этом, о медведителях. Но на сегодняшний день акция «Путь дому» показала то, что даже низшие слои населения, асоциальные, подвержены очень опасным заболеваниям. Медики делать ничего не смогут по одной простой причине, по закону это заявительный характер. То есть человека нельзя его локализовать. Просто-напросто встал вопрос о содержании этих людей, что-то типа домов, которые бы принудительно заставляли лечить. Дело в том, что на сегодняшний день ситуация для меня, если полгода назад на этой акции «Путь дому» не было зарегистрировано ни одного СПИД-инфицированного, сейчас 5. Ни одного практически туберкулезника, сейчас 12. И это все вот оттуда. Это касаемо безопасности населения. Я просто ставлю вопрос, можно ли рассмотреть какую-то практику внедрения таких домов или представителей, которые бы заставили вести учет и контроль за данной категорией лиц и при этом обезопасить другое население, особенно от таких заболеваний. Спасибо. Начну с медотрезвителей. На самом деле, конечно же, Олег, вы прекрасно знаете, что сегодня это на самом деле сугубо воля самого человека, который попал в данную ситуацию. Вот я сегодня прочитал, что в городе вроде собирались на основе муниципально-частное партнерство создавать такой вытрезвитель. Дай бог получится такой проект. На самом деле, с точки зрения законодательства, конечно, сегодня очень серьезно и в федеральном законодательстве есть проблемы в этом отношении. С одной стороны, вытрезвители закрыли, а с другой стороны мы имеем проблему, которая каким-то образом должна решаться в интересах и здоровых, и нездоровых
решать этот вопрос нет. Да? Вот еще раз говорю, что город вот начал по пути муниципально-частного партнерства идти, но еще раз говорю, дай бог. Вот. Что касается готовности или неготовности УУСов, да? Здесь надо понимать, что именно из-за того, что УУСы у нас в основной своей массе плохо готовы к реализации нацпроекта вообще и по аварийному жилью в частности, и вот как раз первый этап это показал, поняли, например, мы закончили этот этап только в декабре 2018 года, почти на год и 3 месяца после. Мы приняли решение, что все-таки вот проведение конкурсов, контроль за строительством и так далее, он будет сосредоточен на республиканском уровне. Специально сейчас у нас учреждение создано. На плечах у муниципалитета останутся организационная работа в части вот как раз предоставления списков, уточнения списков, потом уже предоставление жилья, сноса жилья, там, ну, старого аварийного. Вот эта работа, конечно, район будет проводить, я надеюсь, они с этим там хоть справятся. То, конечно, вопрос очень серьезный. Мы получаем порядка 16% точно мы получили сейчас средств, которые по России выделены. Так, сейчас еще идет пересмотр этих параметров в сторону увеличения, и мы можем получить еще дополнительно достаточно крупные суммы. Мы пока лимиты не выделены, я говорить не буду, да? Но мы, поверьте мне, получаем очень хорошую прибавку для того, чтобы мы соответствовали ценовых параметрах. Потому что цена, которая была в начале определена, 58 тысяч рублей среднего по республике, она, конечно, для нас маловато. Потому что 58 тысяч для Якутска еще куда не шло, например, так, но для того же Чекска, так, это не о чем. Там сейчас стоимость строительства официально порядка нового жилья около 150 тысяч рублей квадратный, если они будут там строить. Вот, соответственно, средняя стоимость по республике в районе 70-80 тысяч рублей выходит. Но, еще раз говорю, у нас другого пути нет, мы обязательно программу должны выполнить, да, и я уверен, что мы ее выполним. На той стороне вопрос. Девушка. Татьяна Жиркова, главный редактор детского журнала «Журанчик Алпульчик». Василий Сергеевич Сахалы Итамди, Тохтин. Үлелерге, үлелерге хамсырға белелмет, аныде бияға площадь типетхе, квадрат олар кытары жарықтанарга ген квадратты типет, пат будущих поколений, этинне 200 улахан үшіге проегі келдердіға білеген тенне қайтары кейдек бүтін сөрттуден налуған көрді үлелерді. Әбіті қайда үлелердіға кемне қату боланары итемде. Коллеги, пар будущих поколений, вот в том виде, каком он нарисован, созданием и так далее, так, мы завершим его не за год и не за два. Это достаточно, во-первых, капиталоемкая будет, в особенности вот части стройки самой непосредственно. Оценивается вообще в районе миллиарда рублей, соответственно, вот этого здания, облагораживание всей территории. Вот. И оно начнет реально, вот, здание само работать, я думаю, что 23-й год, наверное, 23-24 год. Вот. Тут не надо думать, что это вот быстро-быстро все будет построено. Вот. Тогда, сейчас у нас разные идеи есть. В первую очередь, конечно, мы хотели бы его как раз, чтобы там было организовано пространство для занятий детей по креативной индустрии. Самого разного, начиная от кино, заканчивая уже вопросами там дизайна, компьютерного дизайна, IT-технологий и так далее. Алексей Соколов, пожалуйста. Алексей Соколов, Якутия 24. Алексей Сергеевич, по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск осталось год и месяц. В итоге к чему пришли? На перекладных летать, пассажирам готовиться, или все-таки вопрос с пандусом решен? Алексей, идет самая активная дискуссия по данному вопросу. Вот я после неоднократных ответов отрицательных со стороны Росавиации и Минтранса России был вынужден обратиться уже к Юрию Петровичу. Юрий Петрович меня поддержал, поручения прямые даны, решить вопрос именно в той постановке вопроса, как ставит его республика. И сегодня последний ответ, который от Минтранса есть, то, что сейчас они изыскивают возможность выделения средств, там порядка 170 миллионов рублей, за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета как раз на обустройство временного пандуса. Уверен, что именно в такой постановке вопрос будет решен. Другой вопрос, что даже с временным пандусом полоса у нас очень короткая. Вот сегодня мы летаем с полосы где-то 2200.
ну и то, ну, кто с Москвы прилетает, уже там тормозим, скажем так, достаточно, да, кто ногами, кто, ну, кто как получится, так. Вот, а даже с пандусом мне порядка 3-4 месяцев полоса будет 1650. То есть сейчас мы обратились уже напрямую, даже не эксплуатирующим службам сервисным Боинга, а напрямую на авиакомпанию Боинг с дачей разъяснения по возможности взлета и посадки Боинг 737-700. Но они дают утвердительный ответ, что да, при параметрах полосы соответствующих при 1650 будет 737-700 летать можно. Вот. Сейчас будем проводить еще раз, ну, скажем так, летные испытания, будем смотреть, будем считать. Там может, как мне наши специалисты говорят, теоретически может вопрос возникнуть с тем, что при некоторых погодных условиях, там, ледяной дождь, как раз вот осенью, когда снег падает, начинает подмерзать, там возникают моменты. В некоторое время, конечно, из-за коэффициента низкого сцепления, может быть, нельзя будет летать, так? Ну, в некоторые. Но в целом они все испытывают осторожный оптимизм, говорят, что да, скорее всего, мы вот месяца 3-4 на 737-700 из ситуации выйдем, и у нас никаких там перекладных до других аэропортов не будет. Ну и самое главное, если уж на то пошло, то у нас и перекладных добираться некуда. У нас аэропорты мирно сейчас тоже будут реконструироваться. И там тоже будет достаточно серьезная проблема по длине взлетно-посадочной полосы. Поэтому есть вот такие вопросы технического характера, но еще раз, мы будем действовать в первую очередь исходя из безопасности полетов, ну и того, чтобы все-таки качество полетов тоже обеспечено. Василий Сергеевич, сейчас формируется новый состав наблюдательного совета акционерной компании «Алроса». Какие приоритеты будет отстаивать республика в новом составе совета? Если приоритеты республики не менялись и меняться не будут, так мы за то, чтобы как раз акционерная компания «Алроса» является у нас основной бюджетообразующей компанией. Мы и дальше будем делать все, чтобы компания развивалась, именно как компания с основной своей деятельностью на территории Республики Саха-Якутия. Конечно, мы хотели бы, чтобы компания все-таки какие-то результаты, вот те геологоразведочные работы, которые мы сейчас проводим, все-таки перенесли. У нас появились крупные месторождения новые, которые теоретически смогут дать нам еще больше уверенности в дальнейшем таком стабильном существовании компании. Вот. С этой точки зрения мы с компанией очень активно взаимодействуем. Сейчас у нас идет работа с основным акционерным правительством Российской Федерации по определению дивидендов за второе полугодие по ее размеру. И я надеюсь, что вот те предложения, которые мы внесли, они будут поддержаны на уровне Анатолия Ивановича Силуанова и правительства республики, и гусоморвазной провинции получат достаточно хорошие дивиденды. Новости, пожалуйста. Василий Сергеевич, 9-10 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный арктический форум. И так как известна ключевая площадка для социально-экономического развития арктических территорий, какие планы на этот счет у Якутии и какие вопросы будем ставить? Конечно, вопросов по Арктике очень много. Мы обязательно примем участие на арктическом форуме, на основной площадке по данному вопросу. Конечно же, мы будем ставить в первую очередь вопросы развития арктической зоны в целом, вопросы развития промышленных проектов, вопросы развития социальных проектов на территории Арктики, социальной защиты населения, вопросы экологической безопасности при активном освоении арктической зоны Российской Федерации и, конечно же, вопросы дальнейшего развития Северного морского пути и роли Якутии в ее развитии. Халат Назарович, пожалуйста. Василий Сергеевич, в этом году ожидается непростая паводковая ситуация. Как вы считаете, власть готова? Халат Назарович, когда она у нас ожидалась простой? Я могу ответить на ваш вопрос. Конечно же, паводок всегда для нашей республики испытание, потому что ее размер уже априори предполагает, что на самом деле у нас могут и где-нибудь ситуация нештатная возникает. В этом году у нас достаточно напряженная ситуация как раз вот здесь в районе центральной Якутии. У нас здесь запас снега достаточно большой.
выше нормы. Вот. Последние 3 года такого не было. Вот. Мы здесь ожидаем такую непростую ситуацию. По Алдану, по Вилюю мы все-таки надеемся, что в особенности по Алдану ямки повторения прошлого года не будет. Ну и, конечно, вот Калмак, к сожалению, у нас последние годы стабильно, это уже точно зона определенного риска, и особое внимание, конечно, мы будем в Калмыцкой группе районах тоже уделять. Газета «Тюмень», Сергей, скажите, пожалуйста, все-таки вот ситуация с мигрантами, то есть социальный стресс имеет экономическую основу, и в связи с этим у меня вопрос такой. Когда дисбаланс между работодателями, значит, со спросом рабочей руки и безработицы, как-нибудь, когда будет ли как-нибудь провестись работа именно по устранению этого дисбаланса, да, когда рабочие руки больше требуются, чем число безработных. И в связи с этим вот, проводится работа с крупными проектами, с крупными работодателями по заказу, с образовательными учреждениями. Да, уже лет 5 за 10 надо заказывать, какие рабочие руки будут востребованы у нас в республике. И проводится ли мониторинг именно по этим вопросам? Спасибо за вопрос, очень правильный, своевременный вопрос. Части как раз участие нашего местного населения в реализации тех крупных промышленных проектов, которые на территории республики сегодня есть. К сожалению, существует такое заблуждение, что крупные компании не нуждаются в якутянах, а от них отказываются и пытаются привести вахтовых рабочих, игнорируют каким-то образом постановку со стороны местных властей по задействованию местных трудовых ресурсов. Но на самом деле, не знаю, как было раньше, но сейчас это точно не так. Мы с руководителями всех, без исключения крупных промышленных компаний, я лично сам встречался, правительство постоянно тоже встречается. Они все заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество местных трудовых кадров было задействовано. Вот. Где, как только возникает вопрос, я всегда на него реагирую очень, на самом деле, быстро. Как раз мы когда были в Нерве, Айталина ко мне вопрос поднимала по Никифорова по Якутуглю, Эльгуглю, Холму. Ну, в принципе, вот еще раз говорю, после этого я сам уже мониторил, там ситуация, конечно, ну и была нормальная, так она сейчас тем более улучшается. Другой вопрос, конечно, что все компании хотят и правильно делают, что к ним приходили рабочие руки, компетентные, профессиональные. К сожалению, у нас, опять же, есть такое заблуждение, что рабочие специальности – это вот то, что как это выглядело лет 30-40 назад. Что человек там без особых знаний, без особых компетенций абсолютно может работать в таких крупных компаниях, как «Газпром», там, «Транснефть» и так далее. Коллеги, там сейчас рабочие на некоторых вот узлах все сплошь имеют высшее образование. Потому что уже такие, что человек там без высшего образования там работать просто физически не может. На той аппаратуре, которая сейчас используется. Вот. И, конечно же, у нас очень серьезно отстала в республике система среднего профессионального образования. Это тоже не секрет, причем не только в сельской местности, где она находится вообще по частному состоянию, но и в крупных наших районах. В том же Венгрии, в Якутске, в Мирном. И вот мы как раз вчера закончили очень хорошую программу «Регион профи» с Московской школой управления Сколково, которая как раз по 7 крупным нашим техникумам, расположенных в промышленных районах, расположенных в Якутске, в Хамге, в Жатае, в Мирне, Алдан, Невзгород, она позволит уже создать определенные центры компетенции для обучения тем или иным рабочим специальностям, которые уже сегодня заказаны им их так называемыми индустриальными и стратегическими партнерами. Вот. Я считаю, что это направление очень важное. Я вижу, как уже за эти месяцы поменялись руководители наших колледжей. Я их всех, в принципе, хорошо знаю. Да? И уверен, что вот этот подход новый как раз позволит нам достаточно массированно готовить наши кадры и переподготавливать. Мы же не обязательно ведем речь о подготовке нашей молодежи. Те же люди среднего возраста могут спокойно пройти там курсы месячные, двухмесячные, так пройти повышение квалификации и уже иметь возможность быть востребованными и работать в этих промышленных компаниях. Вот. И самое главное, что вчера вот на этом мероприятии были руководители
практически всех крупнейших компаний и пользователей, которые работают на территории республики. Начиная от нефтегазовых компаний, заканчивая такими нашими уже традиционными компаниями, как ВОК и АВОС. И я все-таки считаю, что мы в этом направлении все-таки массовое закрепление наших местных трудовых ресурсов и в Южной Якутии, и в Западной Якутии, и здесь, в Центральной Якутии, все-таки сможем добиться в ближайшее время. По-моему, Ольга Никифорова новый вопрос хочет поставить. Константин Сергеевич, на какой стадии находится исполнение вашего поручения по созданию нового муниципального образования «Эльга»? Первый вопрос и второй вопрос. Будут ли вноситься корректировки в программу года консолидации? Спасибо. По корректировкам года консолидации мы менять особо ничего не будем. Там все, что какие планы запланированы, главное их реализовать именно не формально, а реально по-настоящему. Да? Что касается Эльги, здесь работа у нас идет. Другой вопрос, что сейчас есть определенные вопросы, связанные с лицензиатом, скажем так, по ЛГУ. Там определенные вопросы у него опять есть по собственникам, и так далее. Я надеюсь, что в ближайшие 3 месяца они все эти вопросы отрегулируют, и мы эту работу продолжим. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Эльга – это тот проект, для успешной реализации которого нужно постоянно действующее муниципальное образование, нужен постоянный анимаховый поселок. И вот у руководства ЛГУ в этом направлении тоже понимание есть, мы будем совместно с ними работать в этой части. Здравствуйте. Харьковская областная газета, редактор Сипсова Анна. Ожидается ли обновление парка самолетов авиакомпании «Якутия»? Будет ли заменен самолет Ан-24, который у нас летает? Летаем мы на свой страх и риск. Самолет старый, износ 100%. По сравнению, без сомнения, стоимость авиабилета составляет 24 тысячи. Это что, в один конец, это что до Якутской. И второй вопрос, будет ли действовать социальная скидка, льготная скидка для многодетных семей именно на внутренние рейсы по республике? Спасибо. По замене самолетов, да, мы ожидаем, что Ил-114 у нас появится с отечественным мотором к 2023 году. Это все подтверждают, и Минпромторг России, и Росавиация. Задачи, поставленные президентом, уверен, что он ее выполнит. Да? Но до этого времени мы все-таки сейчас рассматриваем вопрос с государственной транспортной лизинговой компанией при нормальных условиях, а не тех, которые, например, у нас были по суперджету, мы могли бы уже сейчас взять Ил-114 и начать их обкатывать, потому что ряд их был произведен уже, но там стоят двигатели американские. Ну, еще раз говорю, что это с точки зрения надежности, я надеюсь, что это не хуже, так как минимум. Вот. Но другой вопрос, что еще раз говорю, мы не должны повторять ошибок прошлого, когда суперджеты были взяты, они ломались часто, а за время простой и так далее авиакомпания «Якутия» платила лизинговые платежи по полной стоимости. То есть мы сейчас ставим вопрос, что мы можем взять Ил-114, но по схеме, если летает, платим, если не летает, то не платим. Обсуждение идет. Я считаю, что все-таки нам было бы лучше, если мы эти самолеты сейчас взяли, уже начали их обкатывать. Потому что вы абсолютно правильно говорите, в 2022 году мы должны уже Ан-24 точно сесть на самолет. По льготам мы сейчас смотрим, и в ближайшие, наверное, даже не месяца, а в ближайшие недели уже правительство точно объявит, каким образом это все будет корректироваться. Здравствуйте, Ленинский вестник, газета, главный редактор Мария Улисова. Когда обсуждался план прохождения федеральной дороги, ведущей через Запад, через Ленск, через Екатеринбург, или по-другому пути через Мирный, конечно, все жители Ленского района были за то, чтобы он прошел через нас. Вот на какой стадии решения этого вопроса, это первый вопрос. И второй вопрос в связи с тем, что Министерство образования, наверное, приказ по ним или распоряжение у них вышло об оптимизации средств. У нас 4 поселения в Ленинском районе якутскоязычных,
и их хотят сократить до уровня начальной школы, и население очень волнуется по этому поводу, потому что где тогда учиться детям дальше? В Ленске же нет национальных школ, кроме как вот этих 4 поселений. Спасибо. Что касается дороги Юрий, ну, вы знаете, что решение о том, что дорога должна пройти через Мирный этаж и дальше вот по маршруту Зимний, когда это было принято еще в 2009 году, если не ошибаюсь. Так? С тех пор ничего, никаких изменений нет, но так как и дорога и не строилась, вот, и мы сейчас подняли вопрос, что все-таки давайте рассмотрим с точки зрения прохождения вот так называемого южного варианта с охватом как раз вот населенных пунктов Ленского района. В принципе, сейчас Минтранс дал ответ, что да, мы можем вернуться к этому вопросу. Другой вопрос, что само строительство автодороги, оно пока у них в перспективном плане только после 2024 года. Так как сумма на стройку вот от Мирного до Маркова, в Иркутской области, оно у них ориентировочно стоит около 150-170 миллиардов рублей. Это сумма огромная. Тот же Ленский мост, который мы сегодня ставим, и который товарищ Жилмин уже называл нашей стратегической задачей, так, наверное, может, по-моему, справедливо, так, он стоит по сегодняшним расчетам около 65 миллиардов. То есть это в 2,5 раза дороже, чем строительство моста. Естественно, пока нет его загрузки, пока нет там точного подтверждения работы недропользователя, я не думаю, что его очень активно будут строить эту дорогу. Но в последующем, конечно же, мы должны добиваться, чтобы если он будет строиться, все-таки строился по южному маршруту с охватом наших населенных пунктов. Что касается вот этого так называемой оптимизации, о которой так много сейчас говорят, коллеги, мною перед правительством какая поставлена задача. Оптимизация, да, она должна быть, она нужна, она важна. Вот, но самое главное здесь не сократить людей, там, не сократить школу механическим путем, так? А мы должны добиться того, чтобы эти дети, которые, например, в Ленском районе будут учиться в начальных классах только в своих населенных пунктах, в дальнейшем получили еще более качественное, более хорошее образование. И с этой точки зрения правительство должно решить, или тогда в Ленске создавать нормальную сахароязычную школу, так? Или должны быть уже тогда на местах все-таки сохранены школы для того, чтобы дети могли образование на своем языке, на котором родители не хотят, они не могут получить. Поэтому еще раз говорю, вся оптимизация, коллеги, будет исходить из того, что дети, самое главное, что есть наша школа. Мы защищаем